Среди подразделений Нерюнгринского гарнизона пожарной охраны прошли соревнования по пожарному биатлону. За ходом состязаний следила наш корреспондент в Южной Якутии Екатерина Павлова. Для классического биатлона нужны как минимум винтовка, лыжи и снег. Но, как оказалось, и осенью биатлон возможен. Правда, не совсем обычный, пожарный. В основных принципах схожесть, конечно, есть. Как можно быстрее пройти дистанцию, точно поразить мишени, не получить штрафных баллов. Но с учетом пожарной службы и техники, это состязание со своей особой спецификой. Все виды и этапы данных соревнований, они предусматривают проверку умений и навыков личного состава проводить работы по тушению пожаров, по оказанию помощи и остальных видов спасания людей на пожарах в экстремальных ситуациях. Цели турнира – повышение профессионального мастерства и пропаганда пожарного дела. На первом Нерюнгринском пожарном биатлоне присутствовали зрители, будущие пожарные, на данный момент обучающиеся в колледже. Для них это своеобразная практика, позволяющая следить за работой настоящих огнеборцев, выявлять познавательные стороны пожарного дела, приобретать полезные навыки. Нас приглашают, наши преподаватели, мы присутствуем на каждом мероприятии в городе. В турнире приняли участие 7 команд всех пожарных частей Нерюнгринского гарнизона. В каждой команде по 3 человека на пожарной автоцистерне. Из них один водитель пожарного автомобиля. В рамках соревнований пожарная команда на машине должна была трижды преодолеть круг, каждый из которых завершался специальным заданием. Огнеборцы демонстрировали работу со стволом высокого давления, огнетушителями, ранцевой установкой, сбивая мишени, расположенные в 15-30 метрах, и ликвидируя огонь на горящих противнях. На каждом этапе судьи информировали о правильности выполнения упражнения поднятием красного флага. Финиш фиксировался судьей-секундометристом. Определяющий фактор выявления победителя соревнований – наименьшее время выполнения упражнения. Критерии это у нас будет по лучшему результату, но и плюс соблюдение требований техники безопасности, правил охраны труда, ну и на правильность выполнения. По итогам турнира лучшее время прохождения дистанции показала команда первой пожарной части по охране города Нерюнгри. Второе место – часть номер 2 по охране Кутугля. Третье – у пожарной части номер 3 по охране поселка Чульман. Команды, занявшие призовые места, были награждены дипломами и почетными грамотами. Специфический биатлон со своими пожарными правилами, особым драйвом и адреналином обещает стать традиционным среди огнеборцев. Екатерина Павлова, Кирилл Федоров, НВК Саха-Нерюнгри.